подходят мне и говорят: когда ты нас обеспечишь кадрами, мне нужен агроном, мне, говорит, нужен врач. Как отмечают, чтобы люди жили на селе, нужно решить, какие преференции дать фермерам и агропредприятиям. Об этом государство, это должно думать, правительство должно. Обнулить, допустим, там пошлина, чтобы мы были конкурентоспособны, какие-то субсидии, допустим, присмотреть. То есть каждый вот этот случай можно сегодня развивать. Другой шаг — инфраструктура. Для этого уже работают президентские программы, по которым строятся дороги, клубы, ФАПы и другие социальные объекты. Мы должны обеспечить сельскую местность, все эти наши объекты культуры, здравоохранения, образования, конечно, и кадрами. Но и приводя порядок все эти объекты для того, чтобы они нормально функционировали. Малые населенные пункты должны лучше кооперировать между собой, и даже у самой маленькой деревни должен быть план долгосрочного развития. Созданием таких стратегий для сел сейчас занялись в Нижнекамском районе. Мы до конца текущего года определились для себя в разработке, утверждении каждым сельским поселением стратегии развития, с тем, чтобы, учитывая особенности, преимущества, мы бы видели точки роста, точки развития. Такие предложения будут еще собирать, дорабатывать, выносить на федеральный уровень. Ранее Владимир Путин поручил до 1 ноября принять меры, направленные на комплексное развитие села. В этом году на эти цели дополнительно уже направили 6 миллиардов рублей. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.